що це все зв'язком-те, радійте, владику, там чище сета веснані. Ісус, лен радійте, мія нашомте, куштуйте му, не генчила мі помте, ки власний та єси поліпі, Ісус, Отця наша лемербі. Юнит вірми, вірме пимице, Христа щете, Христе щеце все, зв'язком-те, радійте, владику, там чище сета веснані. З'єднищиш, єси виджидичі, лок мікет мушарсе югиде нічми, виден подачіла сласра, стави срядіти гереш вивка. Югид вірне, вірне пимице, Христа щете, Христе що це все, зв'язком-те, радійте, владику, там чище сета веснані. Христе, що це все зв'язком-те, радійте, владику, там чище сета веснані. Ісус, лен радійте, мія нашомте, куштуйте му, не генчила мі помте, ки власний та єси поліпі, Ісус, Отця наша лемербі. Юнит вірме, вірме пимице, Христа щете, Христе щеце все, зв'язком-те, радійте, владику, там чище сета веснані. З'єднищиш, єси виджидичі, лок мікет мушарсе югиде нічми, виден подачіла сласра, стави срядіти гереш вивка. Югид вірне, вірне пимице, Христа щете, Христе що це все, зв'язком-те, радійте, владику, там чище сета веснані. Югид вірне, югид вірне,
nešomte, kuštuite mūnigen šilami pomte, că vlasnita esi pălipi, Iisus Otca našele mânbi. Iubit vierme pe mânse, Krista šete, Kriste šercekse, Îți ies pompe, ради Tău mânbi, Podam și se tavă znani. Îți iene și esi hüge de ice, loc mică mușar se iugă de nici, Vâdân codaci la slosra, stave sranje te jedeș vârtan. Iubit vierme pe mânse, Krista šete, Kriste šercekse, Îți ies pompe, ради Tău mânbi, Podam și se tavă znani. Iubit vierme Орним юга диває де стача, повтемлом факел я скипе де хоча, є на жемія піштракла на бі, комі муку я вошла на бі. Iubit vierme plevâțe, Krista šete, Kriste šercekse, Îți ies pompe, ради Tău mânbi, Podam și se tavă znani. Iubit vierme Îți ies pompe, ради Tău mânbi, Podam și se tavă znani. Iubit vierme pe mânse, Krista šete, Kriste šercekse, Îți ies pompe, ради Tău mânbi, Podam și se tavă znani. Iisus lân ради te mia nešomte, kuštuite mūnigen šilami pomte, că vlasnita esi pălipi, Iisus Otca našele mânbi. Vierme pe mânse, подготовку к этому празднику в начале декабря, я как бы даже был немножко возмущен, почему так рано? Месяц прошло, мы не успели, вот тут уже Рождество. Дайте нам продлить это Рождество. Я так думаю, что мы сегодня начнем, и пару недель мы будем праздновать этот день рождения у Иисуса Христа. Дайте нам возможность, и мы будем славить Бога нашего Иисуса Христа. Вот. Мир вам, дорогие друзья, мир вам всем, мир вам, мир вашему дому, те, которые здесь, те, которые смотрят, те, которые дома остались, те, которые сюда не пришли. Мир вам от Бога Иисуса Христа, потому что Он нам принес этот мир. Мир, и мы празднуем Его приход, потому что Он нам дал и дает ту радость, которая мы сейчас им пользуемся. Ту радость, которая в действительности мы с Богом и с вечностью, и все прочее, нам это дано. Господь да благословит сегодняшний день, и в дальнейшем, и сегодняшнем, чтобы мы сумели, хотели прославлять нашего Бога Иисуса Христа. Мы это умеем, мы хотим, потому что в жизни мы как враг держимся и не опускаем, потому что может быть лучше, что может быть счастливее,
быть с Богом. С Рождеством во всех, с Рождеством Иисуса Христа. Пусть мы сегодня, 25 декабря, начинаем, и завтра будем об этом упоминать, и послезавтра, и в Новый год, и 7 января. Пусть это будет долго-долго, потому что это такой величайший праздник. Благословит. Мы будем говорить об Иисусе Христе, потому что Он нам это жизнь. Я хотел бы сегодня начать с Библии, что нам говорил Исаия пророк о рождении Иисуса Христа и о нас, наверное, всех. Исаия 9 глава, 6 стих начинает, 6-7 стих. «Таджи кага чужи смиянли, писащете мамиянли, силен вынес, пельпом яс вылаз, да силы шуасны ним, женщина, веледыш, вынаен, помашлите мислен бать, лыне дамас вешкадлыш. Сышань помтаг содане бурса щетемыс, да лынедемыс, Давидлен престол вылен, силен царствас, а медем силе зумы да суфтаднес есть, да йонмеднес есть вешкид выннас, да сбыль нас унышань да став немяс кежле. Та есть вычас Господь Саваоф аслас бежектем нас. И мы сегодня еще много будем говорить о рождении Иисуса Христа. Мы будем Его славить по-разному, в песнопениях, вместе с детьми. И по-разному праздному наши сердца горят тем, что мы сопричастны к этому, сопричастны к тому, что Господь Бог нас любит, и мы хотим совместно со всеми людьми мира даже праздновать этот праздник. Господь нас да благословит. Аллилуйя. Аминь. Бог родился. Бог родился. Аминь. Пойдем, славим Господа. Радуйтесь, люди, Спаситель родился, все, кто живет на земле. Наши болезни, грехи и проклятия Он взял и понес на себе. Радуйтесь, люди, Спаситель родился, все, кто живет на земле. Пленным свободу, счастье и радость, мир и покой для людей. День рождения Иисуса, день рождения новой жизни, день спасения и мира на земле. День рождения Иисуса, день рождения новой жизни. Эту жизнь дает Господь тебе и мне. Новая жизнь в Иисусе Христе открылась нам. Новая жизнь, новая жизнь, новая жизнь. В Иисусе Христе открылась нам новая жизнь, новая жизнь. Радуйтесь, люди, Спаситель родился всем, кто живет на земле. Наши болезни, грехи и проклятия Он взял и понес на себе. Радуйтесь, люди, Спаситель родился, все, кто живет на земле. Плен
свободу, счастье и радость, мир и покой для людей. День рождения Иисуса, день рождения новой жизни, день спасения и мира на земле. День рождения Иисуса, день рождения новой жизни, эту жизнь дает Господь тебе и мне. Новая жизнь, Рождество Христово, к нам спасение пришло, Божий Сын родился, в правде, радости, любви, новый путь открылся, свет, свет воссиял, благодати мир нам дал, возвещаем снова Рождество Христово. Бог любовь свою явил, в Сыне нам ее открыл, радуемся снова Рождеству Христову. Всем нам Бог даровал в Сыне примирение, вместо розни и вражды в душах единение. Свет, свет воссиял, благодати мир нам дал, возвещаем снова Рождество Христово. Бог любовь свою явил, в Сыне нам ее открыл, радуемся снова Рождеству Христову. Эй, на-на-на-най, най-най-на-на-най, эй, на-на-на-най, най-най-на-най, возликуйте небеса, торжествуйте люди, славьте Господа Христа, мир Его пребудет. Свет, свет воссиял, благодати мир нам дал, возвещаем снова Рождество Христово. Бог любовь свою явил, в Сыне нам ее открыл, радуемся снова Рождеству Христову. Свет, свет воссиял, благодати мир нам дал, возвещаем снова Рождество Христово. Бог любовь свою явил, в Сыне нам ее открыл, радуемся снова Рождеству Христову. Свет, свет воссиял, благодати мир нам дал, возвещаем снова Рождество Христово. Поздравляю всех с Рождеством. Прочитаем Исайя, 7 глава, с 14 по 15 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе». Аминь. Здравствуйте, дорогая церковь. Мы будем славить и прославлять Бога и в дальнейшем. Сейчас будет песня, коми-песня. Давайте также будем хлопать в ладоши и будем танцевать. Аллилуйя, аллилуйя, аджишамми Христоске. Ним кодлоесем, аджишамми Христоске. Ним кодлоесем, аджишамми Христоске. Ним кодлоесем, аджишамми Христоске. Аллилуйя, аллилуйя, аджишамми Христоске. Шинва озлосем, аджишамми Христоске. Шинва озлосем, аджишамми Христоске. Шинва озлосем,
очищами Христоске. Аллилуйя, аллилуйя, очищами Христоске. Лёгся вермема, очищами Христоске. Лёгся вермема, очищами Христоске. Лёгся вермема, очищами Христоске. Аллилуйя, аллилуйя, очищами Христоске. Сенные лежас, лое понтен гажечем. Сенные лежас, лое понтен гажечем. Сенные лежас, лое понтен гажечем. Аллилуйя, аллилуйя, лое понтен гажечем. Реги быхти, реги, очищами Христоске. Реги быхти, очищами Христоске. Реги быхти, очищами Христоске. Аллилуйя, аллилуйя, очищами Христоске. Аллилуйя, аллилуйя, очищами Христоске. Слава ему, аллилуйя. От Луки 2 глава с 1 по 20 стихи. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квиринея Сирею, и пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияли их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидов Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава и вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И вслышание довелось тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Аминь. Самая запоминающаяся ночь была у пастухов, наверное, во всей жизни. Сидели себе тихо у костра, наверное, сидели, и вдруг сон ангелов явился им. И вот пусть нам сегодня тоже ангел или Дух или Святой просто тоже напомнит нам о том, что мы тоже, как пастухи и как волхвы, должны прийти на день рождения Иисуса. Что-то, может, и принесем, а может, как пастухи, просто придем со словами Божьими. Господь да благословит каждого. Мы споем песню и принесем дары. Слава Господу, аллилуйя. Чудной зимней ночью, взирая сквозь окно на небо в ярких звездах, так светится оно. Слышу, пастухам явился ангел в час ночной, к яслям послал их в Вифлеем и возвестил в сей день святой. Там рожден младенец, солнце встанет там, там рожден Спаситель, дети Божьи вам. Встанет там, там рожден Спаситель, день
Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, Боже, за этот день. Мы благодарим Тебя, Господь, за эти пожертвования, которые были принесены Тебе, за каждую, Господь, руку, дающую Иисус. Мы просим Тебя, Боже, благослови всех и благослови всех людей, которые жертвуют на Твое служение. Неважно, кто сколько дал, Господь, пусть, Боже, Твоя благословляющая рука, она всегда, Господь, одарит всем самым лучшим и всем необходимым. Господь, Ты сказал о той вдове, которая принесла 2 лепты, что она больше других положила. И мы знаем, что неважно, сколько мы принесли, Господь, Ты всегда смотришь на наше сердце, с каким, Боже, умыслом мы что-то делаем. И пусть будет прославлено Твое имя в этот день. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Сколько у нас сегодня детей. Пожалуйста, на сцену. Все хотят прославлять Бога. Пожалуйста, пожалуйста, проходите. Всюду славят Рождество, аллилуйя. Пляшут дети в честь его, аллилуйя. Танцуют счастливые дети для новорожденного царя. Любовь и радость на свете празднует везде земля. Хей-хей-хей, на-на-на-на. Хей-хей-хей, аллилуйя. Хей-хей-хей, на-на-на-на. Друг другу руки дайте, аллилуйя. Любовь его воспевайте, аллилуйя. Танцуют счастливые дети для новорожденного царя. Любовь и радость на свете празднует везде земля. Хей-хей-хей, на-на-на-на. Хей-хей-хей, аллилуйя. Хей-хей-хей, на-на-на. Хей-хей-хей, аллилуйя. Хей-хей-хей, на-на-на. Хей-хей-хей, аллилуйя. Хей-хей-хей, на-на-на. Хей-хей-хей, аллилуйя. Хей-хей-хей, на-на-на-на. Хей-хей-хей, аллилуйя. Хей-хей-хей, на-на-на. Хей-хей-хей, аллилуйя. Хей-хей-хей, на-на-на-на. Хей-хей-хей, аллилуйя. Хей-хей-хей, на-на-на-на. Хей-хей-хей, аллилуйя. Хей-хей-хей, на-на-на. Хей-хей-хей, аллилуйя. Хей-хей-хей, на-на-на. Хей-хей-хей, аллилуйя. С Рождеством! Раз. Еще раз всех с праздником, дорогая церковь. Наверное, самый большой подарок, да, который дал нам Господь, это дети. И смотришь, когда сколько их у нас, то сердце действительно радуется. Просто хочу сказать, что Иисус, вот мы иногда упускаем, что Он тоже был ребенком. И Писание говорит, что Он был искушаем во всем. Он испытывал, кроме греха, испытывал все те же желания детские, которые испытывают и наши дети. Да? И поэтому Он никто, как Он, понимает, что чувствуют дети, что они хотят. И, конечно же, прекрасно, что вот в этот праздничный день вы все пришли сюда. Поэтому мы будем еще молиться, а перед этим, может, кто-то что-то приготовил? Ибо ныне родил
Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Иисус Господь. Луки 2:11. Аминь. Кто-то еще может? Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя, с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла. Сохрани душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Аминь». Псалом 1. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемые ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Аминь. Аминь. Прекрасно. Есть еще кто-то, что что-то приготовил? Тогда давайте хорошо и горячо помолимся за наших детей в этот день. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за тех детей, которых Ты нам дал, Господь. Каждый из них — это самый лучший Божий ребенок для своего родителя. Мы просим Тебя, Господи, в этот день, пожалуйста, оберегай их, Господь, сохрани их, Иисус, благослови их во всем, что бы они ни делали. Самое главное, помоги им, Господь, узнать Тебя ближе, познать Твою, Господь, реальность. Потому что не важно, сколько мы им говорим, Боже, о Тебе, и не важно, как много мы ходим в церковь, но нужно, чтобы внутри, Боже, каждого из нас, из этих детей было понимание, что Ты есть, и осознание Тебя, Господь. И я благодарю Тебя за них, Иисус. Помоги, Боже, чтобы в нас была такая же вера, которая есть в этих детках. О, Господь, спасибо Тебе за все. Во имя Иисуса, аминь. Все, вы можете проходить на свои места. Спасибо всем. Прославление, спасибо большое. У нас, если не ошибаюсь, на этой неделе был день рождения у Анатолия Исакова. Да, поэтому давайте его пригласим на сцену. Еще раз приветствую. Может, хотите что-то сказать, несколько слов? Слава Богу. Все, кратко и емко. Расскажите нам, как прошел ваш год, вот предыдущий? Ну, как прошел он? Ну и в радости, и в каких-то трудностях тоже. Ну ничего, слава Богу. Все для нас это на пользу. Аминь. Любящим Господа, призванным к Его соизволению, все содействует ко благу. Выбирайте. Издалека не вижу. Выпал магнитик Анатолию. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремия 29:11. Еще раз поздравляем вас. И сейчас тоже помолимся за Анатолия. Господь, мы благодарим Тебя за нашего брата Иисус. И так получилось, что его день рождения, он выпал в ту же неделю, когда, Господь, мы отмечаем и Твое рождение, Иисус, рождение нашего Господа. Боже, и поэтому я прошу Тебя, обильно благослови Анатолия и всю его семью, Господь. Дай ему крепкого здоровья. Благослови его в служении, Иисус, потому что мы нуждаемся в нем, Господь. Будь всегда с ним, Боже, давай ему радость на каждый день, Иисус, и пребывай всегда в его сердце. Во имя Иисуса, аминь.
нам еще нужно помолиться за нужды. У нас есть какие-то нужды, братья и сестры? Что? Дети, пока несут нужды, приглашаю вас на сцену. Четыре стойки? Ладно. А где их взять? 400. Все, давайте. Теперь он вот так. Он работает? Да. Еще пониже, да? Все нормально. Да. Раз, раз. Раз. Раз, раз. Да, работает. Раз, раз. Ночь спускается на землю в облаках, спит младенец у махи на хилках, В небесах звезда сияет и так ярко освещает Вифлеем, Вифлеем. В небесах звезда сияет и так ярко освещает Вифлеем, Вифлеем. Ослик на соломе с ним лежат, и дыханием салхивают малыша. В небесах звезда сияет и так ярко освещает Вифлеем, Вифлеем. В небесах звезда сияет и так ярко освещает Вифлеем, Вифлеем. Светлый ангел весть о чуде пастухам возвестил, и к пещере, где младенец проводил. Чудо совершилось, на земле Христос родился, Божий Сын. Чудо совершилось, на земле Христос родился, Божий Сын. Пастушки свои подарки принесли, и младенцу поклонились от земли до земли. Чудо совершилось, на земле Христос родился, Божий Сын. Чудо совершилось, на земле Христос родился, Божий Сын. Мудрецы спешат к рожденному Христу, ко Христу. Ладан золота и смирну в дар несут. Элькуйте, дива, ты встречай святого Сына в Вифлеем. Элькуйте, дива, ты встречай святого Сына в Вифлеем. В небе
ночь спускается на землю в облаках, спит младенец у Марии на руках, на руках. В небесах звезда сияет и так ярко освещает Вифлеем, Вифлеем. В небесах звезда сияет и так ярко освещает Вифлеем, Вифлеем. Это Влад очень болит. А у меня нет. У нас есть какие-то нужды в церкви? Да, помолимся. Есть еще какие-то нужды? Видимо, в такой праздник все забывают о своих нуждах. Благодарность есть. Да. Ну что? Да, мы помолимся обязательно за всех тех, кто болеет. Давайте встанем, дорогая церковь. И помолимся нашему Господу, поблагодарим Его. Наверху вот Данил Васильевич вместе с нами. Дорогой Отец Небесный, мы пришли сюда сегодня, Господь, праздновать и радоваться Твоему дню рождения, Иисус. Ты послал Своего Сына, Господь, чтобы мы имели вечную жизнь. Ты, Господь, так нас возлюбил, что отдал Его за нас, чтобы Он умер и был распят на кресте, и в третий день воскрес. Боже, но перед этим Он, Иисус, лежал в хлеву. И, Господь, как так вот можно подумать, что Твой Сын, Он, Боже, лежал вот в таком хлеву, Господь, когда Он мог лежать в каких-то царских покоях. Но Ты, Господь, мыслишь иначе. Ты не человек, Боже, Ты святой. И мы благодарим Тебя за то, что Ты такой, какой Ты есть, Иисус. Мы никогда этого не осознаем, но Твоя благость и милость, она всегда с нами. Иисус, мы просим Тебя за всех наших братьев и сестер, которые сейчас, Боже, в какой-то болезни, с какими-то травмами, Иисус. Может быть, с каким-то упадком духа, Иисус. Благослови их, Боже, восстанови. Пусть Твоя, Господь, милующая и любящая рука коснется их, и они, Боже, будут исцелены. Господь, подними в них, Боже, радость, Господь, наполни их Святым Духом. Боже, мы нуждаемся в Тебе. Спасибо Тебе еще раз за этот день. Благослови всех нас сегодня, чтобы мы, Господь, выслушали то слово, которое Ты нам приготовил. Боже, внимательно, и чтобы оно, Господь, коснулось и что-то произвело в нас. И благодарим Тебя еще раз за все, за всю ту жизнь, которую Ты нам даровал. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас у нас выступит Александр с проповедью рождественской. Александр, мы тебя приглашаем. Передаю тебе слово. Ну, выступит это так сказано, я не знаю, можно ли это применить к проповеднику. Доброе утро, дорогая церковь, доброе утро, братья и сестры. Мы продолжаем наш сиквел рождественских проповедей. Я вот 4-й и точно знаю, что не последний. Уже Данил Васильевич 7 января, я думаю, тоже продолжит эту нашу традицию декабрьскую. Слава Богу. Это хорошее событие, Рождество. И когда мы смотрим вокруг на все вещи, которые происходят, на... так он с нами, Данил Васильевич. Онлайн не работает, да? На те вещи, которые происходят вокруг, на различные там предметы, да, то во многих из них есть отсылка к этому событию, к Рождеству Христову. Вот у нас даже сегодня заставка, вот эти леденцы рождественские, которые как ручка у зонтика, красно-белые.
Вот вы никогда, наверное, не задумывались, что все-таки здесь о Рождестве тоже таится смысл. Красное – это кровь Христа, а белое – это очищение, это рождественский леденец. Звезда на елке, которая стоит, это Вифлеемская звезда. Ель, которая устанавливается, это тоже рождественская традиция. Поэтому Рождество, оно повсюду. Рождество разделило эпоху до и после нашей эры, да, и после. Как бы мы знаем о том, что вот это рождение Христа, оно стало такой водораздельной ситуацией. И сегодня у нас еще такое будет по расписанию после интеллектуальная рождественская викторина, которую мы с молодежью для вас подготовили, но это мы оставим на после, где каждый из вас может проявить свои знания, которые вы знали там, все, что вы знаете о Рождестве, там будут вопросы о церкви, разные вопросы интересные, в которых вы сможете поучаствовать. Но, когда я готовился к викторине, вы знаете, в России Рождество празднуется 7 января, да? Но, оказывается, что 7 января по григорианскому календарю является 25 декабрем по юлианскому календарю. То есть и православная церковь сегодня Рождество празднует тоже 25 декабря. Наложение 2 календарей, да? Григорианский и юлианский. Интересный факт, о котором, допустим, я не знал. Я думал, 7 января. А оказывается, что 7 января по современному, который является григорианским, является также 25 декабрем юлианского календаря. Поэтому это к чему я? Это не к тому, чтобы мы как-то разделялись, как-то говорили, какой календарь правильный или неправильный. Мне кажется, в любом случае человек, который празднует Рождество, это радостный человек. И самое главное, чтобы мы испытывали самые теплые чувства рождения Христа в жизни нашей. Чтобы любовь, мир и доброта, они были в нашем сердце. И чтобы никакой Гринч не смог украсть эту светлую мысль, эту светлую идею, это Рождество, которое мы празднуем уже много-много лет. И я знаю, что многие тоже к Рождеству много лет имеют сильное большое отношение. Поэтому благодаря такой возможности в разнице календарей, как уже говорил Николай Александрович, можно с 25 декабря, начиная с сегодняшнего и заканчивая 7 января, объявить 2 рождественских недели и посвятить это время для того, чтобы радоваться этому важному событию. Конечно же, мы не знаем, а все-таки 25-го, а может 24-го или 28-го, но не суть важно, какая точно была физическая дата прихода Христа на эту землю. А важно лишь то, что те люди, которые празднуют этот светлый день, они знают Христа. И здесь уже когда-то говорилось о волхвах, да? Кто-то рассказывал, волхвы увидели звезду и пришли к царю Ироду спрашивать, а где царь? Кто-то говорил уже из братьев на предыдущих собраниях. Скажите, вы когда смотрите на небо, что вы видите? Ну, в принципе, если мы посмотрим, и это будет морозный день, то мы все увидим звезды. И вот волхвы, увидя звезду, они осознали о том, что произошло какое-то событие важное на этой земле. Вы знаете, сегодня Рождество многие празднуют. И как многие сегодня люди смотрят на звезды, но не все тогда, в то время, когда загорелась эта Вифлеемская звезда, осознали о том, что произошло какое-то важное событие. Звезда и звезда, казалось бы. И сегодня Рождество и Рождество. Много сегодня атрибутики, много сегодня слов о Рождестве Христовом, но как много разных отношений к этому событию. И кто-то сегодня очень это переживает событие в своей жизни, а кто-то не замечает, как многие люди не заметили появление звезды, которая говорила о рождении Иисуса Христа. Поэтому я хочу, чтобы каждый из вас
он особенно относился к Рождеству и замечал это событие как важное, которое происходит в нашей жизни, как событие, которое, оно коренным образом изменило жизнь людей на этой земле. Не всех, опять же, не всех. Сегодня многие люди празднуют Рождество, многие люди сегодня приходят в церкви, но не все меняется в жизни людей. И я уже не буду читать это место из Евангелия от Матфея, но там написано о том, что волхвы увидели звезду и пошли по ней, и пришли к Ироду, и потом все-таки они отыскали младенца Иисуса Христа. Но вы знаете, волхвы все-таки, они были какие-то, наверное, мудрые люди, вычисляли, смотрели за тем, что происходит на небе, то есть это была профессиональная их деятельность. Но были такие люди, как пастухи. Да? Вот сегодня тоже со сцены было сказано, что ангелы пришли к пастухам. И вот знаете, когда умные люди чего-то не понимают по звездам, тогда ангелы приходят к пастухам. И казалось бы, а почему? Почему ангелы пришли к пастухам? Почему не к первосвященнику? Почему не к священникам? Почему не к царю? Кому-то поважнее. Какие-то пастухи где-то в поле пасут овец. Не задумывались над этим вопросом, почему Господь выбрал пастухов? И вы знаете, давайте прочитаем этот сюжет, который описывает нам евангелист Лука. Это 2 глава, с 8 по 20 стих. Прочитаем это событие. В ту ночь давайте я буду читать синодальный. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Вы знаете, тоже такой интересный момент у меня возник, а как пастухи вообще нашли Христа в яслях? В большом, город, все пришли на перепись, места нигде не было. То есть это же GPS не было, адрес, улицу ангелы не сказали, там, проспект Свободы, там, дом такой, подъезд, что-то как-то, как они нашли? Задался я вопросом. И вы знаете, сегодня есть две версии по поводу того, как они нашли. Это были не просто пастухи, которые пасли овец своих или чужих ли. Это были пастухи, которые пасли скотину для жертвоприношений в храме. То есть это символизирует о том, что ангелы, когда явились для них, они сказали: родился ныне Спаситель для человеков. То есть, другими словами, он сказал им, что больше не нужно будет приносить кровные жертвоприношения
животных, за грехи людей. То есть вот что символизирует пришествие ангелов к пастухам. То есть благая весть пришла к ним. И поэтому они находились недалеко от того места, где родился Христос. Там где-то исследователи, сегодня вы знаете, ученые. Есть много всяких разных подтверждений всем библейским историям, сюжетам. И на самом деле мы иногда читаем Библию, но вы знаете, есть также и наука, есть и ученые истории, которые все исследуют. И есть подтверждения, там, допустим, Иерихонской крепости, которая была разрушена, и много-много-много. Но касаемо Рождества, они говорят о том, что это событие с пастухами произошло где-то в радиусе от 500 до километра, 500 метров километр от того места, где родился Христос. Поэтому, в принципе, можно было найти, недалеко они находились. И вы знаете, Рождество, вот это же хороший праздник. Вот вспомните, какое было ваше чувство или ощущение в первое ваше Рождество, второе, третье, вот так вот. Как вы радовались. Ну, сегодня нету ли вот какой-то, может быть, обыденности, традиционности, то есть, что это? Ну, что это? Это мое 45-е Рождество. То есть я уже все знаю, я уже умудренный опытом. То есть, ну ничего нового, казалось бы, ну Рождество и Рождество, да, там, вот мы все эти истории уже знаем. И вы знаете, как бы, почему ангелы не пришли к священникам? Чем священников удивить? В церкви про Бога. А вот пастухи – это простые люди. Может быть, где-то имели другой характер, где-то, может быть, были не так образованы, как священники того времени. И поэтому Господь выбрал простых людей. И сегодня мы видим о том, что Бог выбирает простых людей. Это никак не связано с грамотностью, это никак не связано с родословной, о чем мы будем говорить позже. Это никак не связано вообще с какими-то моментами, на что сегодня люди делают акцент в своей жизни и возлагают большие надежды для того, чтобы быть успешными в этом мире. И поэтому мы видим о том, что ангелы пришли к пастухам, и пастухи, они приняли эту благую весть. И вы знаете, такой вопрос риторический. А кто были первые евангелисты? Кто? Первыми евангелистами были пастухи, которые услышали благую весть и пришли к младенцу, да, посмотреть эту историю и пересказали Марии все, что сказал им ангел. И поэтому, да, первые евангелисты – это были пастухи, простые обычные люди, которые приняли эту благую весть в свое сердце и не сказали, померещилось, типа, что это такое, ужасы какие-то на ночь посмотрели или что-то еще произошло. То есть люди, которые поверили. Понимаете? Вот, казалось бы, да? Все просто. Очень много о Христе, но есть много людей, которые не могут в это поверить или не хотят в это поверить по разным причинам. И поэтому Христос, Он приходит ко всем людям, ко всем. И Он желает, чтобы каждый человек поверил в ту благую весть, то, что Христос пришел и стал нашим Спасителем, независимо от того, кто мы, что мы, где мы, да, где мы учились, с кем мы живем, какое у нас сегодня настроение, где мы работаем. Это вообще не важно для Бога, потому что Он пришел для других вещей в этот мир, Он пришел дать надежду человеку на спасение. Не то, что человек постоянно будет проживать жизнь бессмысленно, или ему нужно будет приносить какие-то жертвоприношения. Вы знаете, мы живем вот в современное время, для нас это как бы немножко непонятно. Но раньше это было нормой, раньше это было как бы, и сегодня, в принципе, мы знаем, что есть праздник у мусульман, когда они приносят жертвоприношения. До сих пор это продолжается. Как этот праздник называется? Я не помню. Курбан-Байрам, да?
То есть, когда они приносят и проливаются кровь животных для того, чтобы они изменились. Но сегодня мы освобождены Христом, потому что Он стал тем человеком, который умер за наши грехи. Но мы сегодня не говорим о Пасхе, мы сегодня говорим о Рождестве, о том, что Он родился. И поэтому я хочу поздравить еще раз тех, в чьих сердцах родился Христос. Потому что это важное событие. Это очень фундаментально и основательно. Это то, что изменило направление нашей жизни. Вы знаете, это такой интересный тоже исторический момент. Какое еще одно событие произошло в жизни Иисуса ночью, кроме Его рождения? Знатоки. Да, Гефсиманский сад, арест Иисуса Христа. Два события, которые происходили ночью, это рождение Христа и Его арест в Гефсиманском саду. Поэтому пастухи, они приняли эту благую весть, пошли к Марии, поделились, и Мария, написано, слагала все в свое сердце. Я не знаю, насколько Мария понимала о том, что это за ребенок, у которого вот такая большая судьба и столько много пророчеств и откровений связано с этим младенцем. Насколько мы сегодня понимаем в своей, может быть, жизни, что нам предстоит прожить, перейти, или в жизни наших детей такого большого количества. Мы же не знаем абсолютно ничего. Какие замыслы у Бога, какие замыслы для того, чтобы через что они должны пройти, через какие испытания, тернии. Но вы знаете, есть надежда. Христос родился. Это важно помнить о том, что Христос родился для всех людей. И там написано о том, что Он не родился только для иудеев, но Он пришел спасти всех человеков. И нас с вами. И вы знаете, Вифлеемская звезда, это по-другому можно сказать звезда надежды. Человек, который живет с верой во Христа, у него всегда есть надежда на Господа. У него есть всегда надежда на лучшее, о том, что зло не победит, грех не победит, а Господь, Он уже совершил эту победу однажды в истории. И помним ли мы сегодня, когда обращаемся к Богу, о том, что наша надежда в Господе, о том, что Его рождение в нашей жизни сегодня дает нам надежду на лучшую жизнь на этой земле. Я не имею в виду качественный ее замысел, но духовный. Потому что материальный мир, он на самом деле временный. А если мы внутри будем иметь надежду на Христа в своей жизни, тогда мы будем проживать более осознанно свою жизнь на этой земле. Тогда мы будем понимать, или Господь будет давать нам разуметь, почему такие вещи происходят в истории, почему сегодня в мире происходят такие события, и какой будет финал. Поэтому, когда загорелась эта звезда и родился Христос, и другими словами они сказали, у вас есть надежда. Вы знаете, это хорошо, наверное, иметь человека, на которого ты можешь надеяться, который тебя не подведет, которого ты попросишь, и ты знаешь, что он сделает. Хорошо иметь такого человека, надежного. И вы знаете, Христос, Он больше, чем человек. Потому что Он Творец всего того, что мы видим, и Он наша надежда. И поэтому сегодня в церкви, в своей вере мы надеемся не на людей, мы не надеемся на человека, мы не надеемся на плоть, которая немощна,
но мы надеемся на Бога. И поэтому это очень важно в своей жизни иметь надежду во Христе, связанную с Его рождением и приходом в нашу жизнь. Вы знаете, рождение Иисуса Христа, как оно произошло в вашей жизни? Вы помните как Христос родился в вашей жизни? Так вот, вспомните просто буквально, как вы покаялись, как вы поняли, что Христос родился, какой это был момент, кто-то вам это сказал, кто-то был евангелистом для вас. Тогда были пастухи, но в вашей жизни были свои евангелисты, которые принесли вам эту радостную весть. И вы как-то приняли ее в свое сердце, поверили. Господь открыл ее для вас. И я хотел бы прочитать следующее местописание, как Христос родился в жизни апостола Павла. Деяния, 9 глава. С 1 стиха. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руки и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. Вот первая встреча Павла со Христом. Скажите, слушайте, это не рождественский текст, какой-то печальный. Но мы же не знаем, при каких обстоятельствах Христос родился в нашей жизни. Знаете, я не думаю, что у многих эти обстоятельства были какие-то такие благоприятные, когда ты лежал на своем одре, читал книгу «Екклесиаст», и тут ты решил, на самом деле, все суета-сует, пора обратиться к Господу. И Дух Божий к тебе воззвал, и ангел и пришел, как к пастухам, и ты уверовал. Ну, это, наверное, я не знаю, есть ли такие или нету, но, может быть, были какие-то сложные моменты в жизни, когда мы испытывали какие-то проблемы или нужды, или мы жили в каком-то непонимании. Так, что происходит? Где я живу? В чем замысел существования людей? В чем смысл жизни, в конце концов? Зачем я здесь, на этой земле? И Господь открылся нам. И вот этот момент с апостолом Павлом, мы видим о том, что он говорит, о том, что Павел гнал церковь. Кто бы из нас дал шанс апостолу Павлу покаяться? Как показывает история, 2 тысячелетия были крестовые походы, инквизиции, сожжения на огнях. Наверное, апостола Павла ждало бы что-то похожее со стороны христиан. Потому что он это заслужил, в конце концов. Разрушал церкви, сажал людей, убивал. Справедливо? Справедливо, по-человечески, конечно. Вот это наша природа, наказать кого-то. Если кто-то не прав, объяснить ему, в чем его неправда заключается. И как же все-таки мы иногда далеки от Бога. А Христос ему явился, и его спас, и родился в его жизни. И бывает так, что мы думаем о том, что Бог не может родиться в жизни какого-то человека. Уже нету надежды, все. Финал. Но эта история говорит нам о том, что для Бога нету людей, которых
Он не может спасти. И нету людей, в чьих сердцах Он не мог бы родиться, потому что Он пришел для всех людей. И если мы сегодня думаем о том, что спасение Божье, оно только для определенных людей или для тех людей, которые совсем уже совершают какие-то плохие вещи, грехи, не могут покаяться, не могут принять Христа, это большое заблуждение. И это как бы одна из мыслей, которую я хотел бы с вами поделиться, о том, что мы должны иметь надежду на спасение в жизни каждого человека. Вы знаете, как показывает опыт, что есть люди, за которых мы иногда очень долго молимся. Долго – это очень долго. Знаете, это хорошо, когда ты помолился там за что-то 5 дней, и у тебя произошло это событие. А иногда молитва может быть очень долгой, особенно за спасение, за рождение Христа в чьей-то жизни. Это может быть длиться десятилетиями. Не нужно терять веры в то, что Христос может родиться в чьем-то сердце. Нужно продолжать молиться, пока у нас есть силы, пока у нас есть возможности. Мы должны верить о том, что Христос может родиться в любом сердце каждого человека, который жив на этой земле. И значит, наша обязанность, как человека, который... Такое было Рождество в жизни апостола Павла. И еще один пример, который я хотел бы с вами прочитать, как Христос родился в жизни одного слепого человека, которого звали Вартимей. Евангелие от Марка, 10 глава, 46 стиха. «Приходя в Иерихон, когда выходил он, Иисус, из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого. И говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечал ему Иисус. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Вы знаете, история про Вартимея. В его жизни тоже родился Христос. И какой сюжет нам пишет евангелист Марк? Сидит слепой, нищий человек. Это не Павел, который успешный, который образованный, у которого все хорошо. Это слепой, нищий человек, который сидит где-то на дороге, он даже не возле ворот стоит. Знаете, сегодня, когда в магазин приезжаешь, тебе в окошко стучат: дай десяточку. Сегодня такой образ у нас, да? Людей, которые что-то у нас просят или где-то там стоят с протянутой рукой. А этот человек, он находился уже в таком состоянии, что даже уже не возле ворот где-то был, а где-то сидел вдоль дороги. То есть мы понимаем о том, что у него, возможно, не было общения. Вообще даже назвали Вартимей, сын Тимеев, то есть удостоился в том, чтобы было написано его имя. Такой, возможно, был известный человек в той округе. И написано о том, что он кричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Ну, Вартимей, видать, что-то понимал, несмотря на свою нищету и несмотря на ту безнадежность ситуации, в которой он находился. Это голос надежды на Христа. И что он говорит? Ребята, дайте десяточку, дайте на хлеб молочко, кефирчика, колбаски, сосисочек. Нет, он кричит: «Иисус, сын Давидов». Он, видать, знал пророчество, признает, что Христос, сын Давидов, вот эту связь: «Помилуй меня».
То есть какие фундаментальные слова прозвучали из его уст. И вот рядом с Иисусом кто шел? Мы с вами. Мы с вами. Церковь шла. Ученики, апостолы, люди за Христом шли. Сказали: Вартимей, молчи. Ты что отвлекаешь Иисуса? Он такие важные вещи говорит, такие проповеди мы тут записываем, откровения получаем, а ты тут пристаешь там. Что ты? Молчи. Я же не вру, там так написано. Люди пытались заткнуть ему рот. Сказали: не отвлекай. Но мы видим о том, что настойчивость Вартимей проявил. Настойчивость. Понимаете, важно, чтобы в своей вере мы проявляли настойчивость. Мы для себя иногда ставим какие-то цели осязаемые, и мы сделаем все для того, чтобы их достигнуть. Вот я убежден о том, что у каждого из вас с какими-то вопросами нету с этим проблем. И если ты что-то захотел, ты этого сделаешь, потому что ты этого захотел. Но иногда в вопросах веры, в вопросах общения с Богом мы не такие настойчивые. Мы какие-то деликатные становимся, не давим на Бога. Да? Зачем много молиться-то? Зачем ему надоедать? Господь же все знает, поэтому и так все сделает. Но Вартимей, он был в такой ситуации, в такой позиции, что либо сейчас, либо никогда. И мы видим о том, что Христос родился в жизни Вартимея, в жизни нищего, слепого человека, который находился на социальном дне. И мы видим о том, как общество вокруг Иисуса, опять же, неправильно отреагировало. И опять думаю, как же мы неправильно понимаем Христа, как же мы неправильно понимаем Бога. Особенно сейчас многие люди берут на себя ответственность говорить о том, что Бог что-то сказал. И там соберешь, я не знаю, сколько можно художественных книг написать о том, что Бог сказал. Но я вижу о том, что в Библии ученики, которые жили 3 года с Иисусом, до конца не поняли суть Христа, до конца не поняли Его природу и смысл поведения и поступков, которые Он совершал. Когда они махнули рукой, Христос сказал: «Ведите его сюда». Господь дает надежду каждому человеку, даже когда люди отмахиваются, даже когда люди не верят, даже когда люди не дают шанса, Христос продолжает верить, Христос дает надежду. Вы знаете, может быть, мы иногда окажемся в таком состоянии, когда уже будем в отчаянии, когда будем в той позиции кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». И надо понимать о том, что Христос не отмахнется. Люди могут отмахнуться. И мы, может быть, отмахиваемся по своему жестокосердию, да, такое слово. Нам некогда, не отвлекай меня. Мы хотим помогать. Притчу про доброго самарянина цитируем. Но когда попадаем в эту ситуацию, то, конечно же, иногда бывает не вовремя, не тот момент, не подошло. Но для Бога всегда то время. Всегда то время, пока человек жив на этой земле. И для него всегда то время для того, чтобы родиться в чьей-то жизни. Неважно. Вот апостол Павел и Вартимей, 2 примера, 2 разных жизни, 2 разных истории, которых Бог нашел на этой земле и также родился и пришел в них. И вы знаете, он последовал за ним, Вартимей последовал в конце. Но когда Вартимей, еще такой интересный момент, встал, он скинул с себя верхнюю одежду. Понимаешь, вот мы можем встретить человека, который живет на улице зимой, да? Вот он сбросил куртку и пошел, да? То есть куртка для него все, замерзнет. То есть верхняя одежда, даже есть в Ветхом Завете история о том, что когда человека отпускают на свободу, там, и когда нужно списать все долги, то хотя бы верхнюю одежду человек должен оставить человеку. То есть это единственно, да? И вот Вартимей скидывает верхнюю одежду, он скидывает свое прошлое, свою ветхую натуру, свою греховность. Это символизирует оставление прошлой жизни. И поэтому для того, чтобы Христос родился в нашей жизни, мы должны сбросить с себя всякий грех, сбросить с себя всякое
то, что было в нашей жизни до Христа, не интересует. Написано в Библии о том, что Бог смотрит вперед. И Он не вспоминает наши неудачи, наши ошибки, наши промахи. Но есть личность, которая нам об этом всегда напоминает. А помнишь, ты поступил тогда нехорошо, неправильно. Может быть, поэтому Бог тебя не любит. Но я хочу вас обнадежить о том, что это слова не Иисуса Христа, это слова дьявола, который пытается всячески нас придавить к ногтю, пытается испортить нам Рождество, нашу жизнь с Богом. И мы должны понимать о том, что для Бога важно о том, что мы еще сделаем. Не то, что как мы прожили. Господь аннулирует, прощает нас, если мы исповедуемся, если мы принимаем Христа. Господь дает нам будущность и позитивный взгляд вперед. Вы знаете, такое, я буду завершать, есть определение, термин, который я нашел тоже пока готовился, чтобы правильно прочитать его. Характеристика, что ученые исследуют. Есть такой резилиентность. Резилиентность – это способность человека с достоинством преодолевать жизненные трудности. Вот нужно нам быть с вами резилиентными людьми. Но надежда наша должна быть на Христа, о том, что благодаря Христу мы можем преодолеть все. И знаете, такой исторический момент, который был вот недавно, я нашел из биографии, была такая олимпийская чемпионка в 1994 году, фигуристка Оксана Баюл. Она стала олимпийской чемпионкой. Вот нам иногда, вот Олимпиада, мы видим этих людей, выходят на сцену, машут там, да, вот сейчас чемпионат мира по футболу был, Месси, там все, вот это Аргентина, радостные, счастливые, выиграли. А мы же не знаем, что предшествовало тому, чтобы дойти до этого подиума. И вот в жизни этой олимпийской чемпионки были такие сюжеты, что в 2 года эту семью бросил отец. В 13 лет она потеряла мать, потому что она умерла. Она осталась круглой сиротой. И потом ее взяли в приемную семью, и она росла там. Ну, глядя на сегодняшние события, мы бы сказали, да, ей вообще-то ничего не светит, да, с таким сюжетом. Но несмотря на это, она попала в хорошие руки и смогла стать олимпийской чемпионкой. Но в момент того, когда проходила вот эта произвольная программа, немецкая тоже фигуристка, куда-то коньком ей попала по голени, ей зашивали, и было повреждение спины. Но несмотря на это, она смогла преодолеть эту ситуацию для того, чтобы завоевать свою олимпийскую медаль. Резилиентность. Я думаю, что каждый из нас, он способен преодолевать разные трудности в своей жизни ради достижения каких-то земных вещей. Так насколько ли мы должны преодолеть в своей жизни все обстоятельства ради Христа, ради Рождества Его в нашей жизни, о том, чтобы Христос был с нами, о том, чтобы мы дошли до конца. И вы знаете, горе человеку, если он надеется на Христа только в этой жизни. Да, Господь не только на этой земле нам помогает, но Он еще берет на себя обязательства в следующей жизни. Он дает надежду, понимаете? И на самом деле мы говорим о надежде со Христом в своей жизни, но есть момент, который противоположный, и он называется отчаяние и депрессия. И если вы почитаете там информацию, то сегодня очень большое количество людей находится в состоянии депрессии, в состоянии отчаяния, потому что в их жизни нету надежды. Им не на что надеяться сегодня. То, на что они когда-то надеялись, оно сегодня уже не актуально. И
важно о том, чтобы в нашей жизни не было таких моментов, о том, чтобы мы, верующие люди, были в каком-то состоянии депрессии или в состоянии отчаяния. Потому что люди в состоянии отчаяния совершают ошибки, совершают неправильные поступки, совершают грехи, безысходность. И сколько, может быть, сегодня людей живет то, что не знает, как выйти из этой ситуации, в которой они сегодня живут. Но выход есть. Это Рождество Христа, который родился. Выход есть всегда, даже из, казалось бы, по-человечески безвыходной ситуации. А казалось бы, на самом дне человек находится, как Вартимей. Мы знаем такие примеры и в современности, но не будем говорить. Много историй каждый из нас знает о том, как Бог меняет жизнь человека, как Он помогает подняться. Даже если когда-то в каких-то обстоятельствах, может быть, в нашей жизни мы посмотрим на свою биографию и подумаем, да никогда бы я не подумал о том, что я могу быть с Богом, иметь надежду в Рождестве. Я был так далек от этого всего. И все, что должно было быть в моей жизни, это агрессия, ненависть, индивидуализм, прогрессивность. Но насколько это все связано с Богом? И вот мне повезло, что в моей жизни родился Христос. Я надеюсь, что в вашей жизни и уверен в том, что во многих ваших сердцах родился Иисус Христос. Поэтому Господь, Он дает нам надежду всегда, каждый день. И дает надежду еще для многих людей сегодня. Может быть, мы смотрим на этот мир и думаем, все, Господи, давай. Пока мы в церкви, приходи. Хватит уже тут. Все. А Господь говорит, ребята, я для них тоже пришел. Я Спаситель и их надежда. Поэтому давайте будем надежными людьми для Бога. Давайте иметь надежду в Господе. Не впадать в уныние, в отчаяние. Если приходят к нам такие моменты, когда хочется отчаяться, надо прийти ко Христу еще сильнее и сказать, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Если приходят какие-то такие состояния, нужно взывать к Богу. И Господь придет. Не нужно молчать, потому что наше молчание, когда мы не бездействуем, оно работает против нас. Поэтому, слава Богу, поздравляю вас всех с Рождеством Христовым. Немножко не позитивно, как бы так получилось, но, я думаю, содержательно. Давайте встанем, помолимся, пожалуйста. О том, что Христос родился в нашей жизни. Это самое главное сегодня. Ни во что мы одеты, ни что мы знаем, ни где мы живем. Христос родился в нашей жизни и желает еще родиться в жизнях многих людей. И мы живем сегодня, потому что у нас есть надежда. Надежда на Господа. Это лучше, чем надежда на счет в банке или еще на наши физические таланты, способности, умственные. Потому что все оно пройдет в нашей жизни. Пройдет, и когда-то мы окажемся перед Богом, и что мы будем говорить? Да я вот думал, ты мне там сказал. А Он скажет, я такого не говорил, ты не так понял. Поэтому будем искать в своей жизни Рождества. Эти 2 недели – это такое для нас, такая возможность во всех этих вещах, красоте, радоваться тому, что Христос родился на этой земле. Это не просто время для того, чтобы наесться оливье, как-то отпраздновать так вот для тела, для своей плоти. Вот на Новый год позволю себе, куплю что-нибудь. Это хорошо, но пусть это будет после того, как мы достойно встретим и отпразднуем Рождество Христово в своей жизни, как пастухи, не как священники. Может, когда священников ангелы до нас не дойдут, потому что чем нас удивлять? А возможно, нужно стать как пастухи простыми для того, чтобы принять, способными принять. Отец Небесный, спасибо Тебе, Господь, за Твое Рождество, Боже. Мы благодарим Тебя за то, что Ты родился во многих жизнях людей, Господь, сегодня.
и не сегодня, вообще сегодня Ты живешь в жизни многих людей, Господь. О том, что мы можем обращаться к Тебе и благодарить о том, что мы имеем надежду в Тебе, Господи. Не надежду в этом мире, который изменчив, который меняется, который непостоянен, который во многом несправедлив. Мы видим о том, что много происходит тех вещей, которые нам не нравятся. Мы видим о том, что много вещей происходит не так, как написано в Слове Твоем. И не те ценности сегодня, они в приоритете, Господь. Мы просим о том, чтобы помоги нам иметь правильные ценности, Господь. Помоги нам радоваться Твоему рождению в своей жизни, Господь. И быть теми людьми, Господь, которые могут давать надежду, Боже, Господь. Не быть теми людьми, которые ставят точку, ставят крест, отмахиваются, Господь. Но чтобы мы в своих молитвах, Господь, могли просить за спасение многих людей, которые сегодня нуждаются в надежде, Господь, нуждаются в спасении, Боже. Помоги тем людям, которые сегодня, может быть, в отчаянии находятся, в каких-то сложных ситуациях, Господи. Благодаря Твоему рождению, Господь, мы знаем о том, что Ты пришел и для этих людей, Господь, и желаешь помочь. Спасибо Тебе за все, великий Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Поэтому, братья и сестры, с Рождеством Христовым вас еще раз. Хорошего, светлого вам Рождества, вашим семьям, близким, вашим домам. О том, чтобы был мир, Божья любовь, понимание, прощение. И все, что мы связываем со Христом, оно было в нашем сердце. О том, чтобы Бог родился и жил в наших сердцах. И сейчас у нас такое предложение. Как бы вот мы закончили официальную часть, можно трансляцию выключить. Перейдем к неофициальной повестке. Видите знаки 1, 2, 3, 4. У нас есть небольшая